Привет! Сегодня у нас тортик. Буду с вами вместе кушать тортик, который покупной. Он что-то какой-то не мягкий. По-моему, внутри есть какие-то орешки. Я прям по грецкому ореху прошлась. Торт называется королевский. Так, не знаю, как красиво кушать. Такой крем, кстати, мне не нравится. Но он такой, по-моему, творожный. Надеюсь. Очень вкусный торт. Мне не нравятся сладкие торты. Знаете, о чем я хочу поговорить с вами сегодня? Так это о родах. Как прошли мои роды? Кто не знает, у меня есть сын, ему уже 2,5 года. Сейчас скажу, все расскажу. В общем-то, я родила в 21, и ровно через 21 дней мне исполнилось 22, то есть у нас в январе день рождения. В общем, во время беременности у меня не было никаких проблем, осложнений там и так далее. Не было никогда, чтобы я ложилась на сохранение. В общем, ничего не было. Единственное, был токсикоз. Такой. Неделю только он продлился. По утрам. В общем-то, по утрам немножко тошнило. Потом меня научили, что надо делать, чтобы не тошнило весь день. В общем-то, ничего такого не было. Вот токсикоз. И второе, то, что вот проблемой для меня служило, это нехватка кислорода. То есть в автобусах, в общественных местах, в магазинчиках, где много людей, у меня сильно стучало сердце, темнело в глазах, и ноги, руки ослабевали. И бывало так, что я падала. Ну, то есть падала вот так, и меня ловили. Не было такого дух, чтобы я упала, и все, капец там. Нет. Несколько раз такое было, и даже несколько раз скорую вызывали, это мои родители и отец моего ребенка, типа они переживали и вот вызывали несколько раз. И это, оказывается, называется нехватка кислорода. Все, больше у меня никаких проблем не было, все протекало нормально, беременность. Ходила я к акушеру, все вовремя сдавала, все анализы, все УЗИ, все было у меня в норме, никогда ничего так я не пропускала. Один раз у меня генетик к себе вызывает и говорит, что у меня анализы где-то несовпадение каких-то цифр, в общем, и вероятно, что ваш ребенок родится больным, типа ДЦПшником, Дауном, ну, там, кем-то еще. И она говорит, нужно поехать в Алмату и сдать анализ с пупка. И там будет уже точно ясно, типа, каким родится ребенок. И это стоит очень больших каких-то денег, и мой муж тогдашний говорит, что типа я найду эти деньги, давай сдадим, если нужно, давай, типа, он переживал. Я говорю им, для чего я буду сдавать? Если даже это подтвердится, то все равно я не буду убирать ребенка, то есть я забеременела им, и я не собираюсь от него отказываться, типа, каким бы он ни был, я рожу. И она говорит, тогда напишите отказную. Я отказную написала от руки прямо, потому что она требовала, и ушла. Но потом у меня никаких проблем не было. А потом, в общем-то, у меня срок мне ставили на 4 января. На 4 января. И, в общем-то, в декабре, в конце беременности, под конец беременности, у меня живот был
очень-очень большой. Даже люди, ну, родственники, там, кто меня видел, они спрашивали, у тебя близнецы, у тебя двойняшки, типа вот так вот. Потому что живот был нереально большим. Но так как я первородка, я ничего вообще как бы не разбираюсь в этом всем. И говорю, типа, нет, не двойняшки, у меня один ребенок, простите. Вот, и вот так вот ходила, и в декабре, в общем-то, кстати говоря, вот когда скорую вызывали, когда у меня нехватка кислорода была, каждой женщине беременной дается такая розовая карточка. То есть во время беременности все болезни, все проблемы со здоровьем, все пишется туда. Если скорую вызывали, неважно по какому поводу, все пишется туда. И твоя акушерка, которая тебя ведет, она должна все это смотреть, отслеживать и быть в курсе. У нас почему-то у акушерки очень много было пациенток, очень много беременяшек, и она больше не с нами общалась и смотрела нас, осматривала, а больше она заполняла какие-то бумажки, вечно в каких-то бумагах у нее вот так вот было всегда, ну, это тоже понятное дело, да, у всех так. Она должна успевать все это заполнять, в общем-то. Ну и она не считала нужным смотреть мою карточку, она думала, что там ее только записи, наверное, я не знаю. И в последний, уже под конец моего беременности, вообще так говорят или нет, и она говорит, у тебя, наверное, многоводие. Я говорю, что это такое? Ну, это когда много воды в животе, ты должна каждый день, утром и вечером измерять диаметр своего живота, резко он не должен увеличиться, это опасно. Я говорю, окей, каждый день я измеряю диаметр своего живота, в общем-то, у меня все нормально, то есть не увеличивается, не уменьшается, и... Ой, не увеличивается, не уменьшается. Все как бы в норме. Но, кстати говоря, УЗИсты ничего такого не говорили. Как раз таки вот о многоводии должны заявлять в УЗИ, а не так просто посмотрел на живот и сказал. Вот она мне так говорит. Потом она смотрит эти записи, увидела, как меня скорая забирала, и говорит, давай-ка ты сходи к акушеру в другой поликлинике, я ей больше доверяю, просто проконсультируйся с ней, говорит. Со всеми своими анализами, карточкой я пошла к ней. Но она, видимо, такая опытная, хорошая. И вот она все посмотрела и прописала еще какие-то анализы. Напомню, что это был конец декабря. Я несколько дней все это сдавала, в некоторых местах по записи, в некоторых местах я платно проходила, чтобы быстро это все прошло. И, в общем-то, я все сдала, все результаты у меня в руках, звоню ей, говорю, я все сдала, вот результаты у меня. Она говорит, это было 29 декабря, она говорит, ну, у нас уже начались выходные, я сегодня пораньше ушла, приходи 3 января, это рабочий день, и будем с тобой решать, это многоводие или нет, и вообще, по какому пути ты будешь рожать, будем решать 3-го, типа, будет кесарево или естественные роды. Я говорю, окей. И ухожу. Я первородка такая, безопытная такая, пошла домой, села и жду. Я не думаю, что мне ставили на 4 января роды вообще-то. И нужно быстрее как бы их тоже сделать так, чтобы они пошевеливались. Но вот, пошла домой. В общем-то, 31 на 1 мы встретили Новый год, все было хорошо. 1 числа приехала к нам наша тетя домой, и эта тетя должна была на партнерские роды ко мне зайти как раз-таки. И как будто она чувствовала, она приехала из деревни к нам поздравить с Новым годом, и она у нас осталась ночевать, а потом 1 числа, получается, мы легли спать, и у меня началось, знаете, такие боли ноющие, но не такие уж и больные, то есть терпимые. А потом я стала очень часто ходить в туалет, отходили пробки. Не к столу будет сказано, ну, вы меня понимаете. Я это все как бы везде все прочитала про роды, про беременность. Все. Теоретически я знала, что да как, что это такое и как должно быть. Теоретически я знала. И, в общем-то, я понимала, что это отходят пробки. А потом тетя такая просыпается, она рядом со мной спала, она говорит, что? Я говорю, пробки. Она говорит, ну полежи, отдохни, поспи, набери сил, типа, лежи. Ну, она поняла, что еще не схватки, это вообще другое, типа.
И вот, я легла утром 2 числа, мы встали. Я уже тогда к этому времени даже скачала приложение для отслеживания схваток, интервалов, вот такая все отмечаю, ну там 15 минут, 10 минут, вот так интервал, непонятный, ну, то есть это не схватки были настоящие. И потом моя мама и тетя, я сказала, давайте до последнего момента я побуду дома. Ну, я же начиталась, насмотрелась всяких видео в Ютубе. И все женщины говорят, типа, ждите до конца, потому что атмосфера больницы, это ужасно, побудьте лучше дома, вот так говорят же, я им тоже говорю, но они вообще меня не слушались, в общем-то, вызвали скорую, они меня забрали. У меня все здесь болит. И вот эта женщина, которая регистрирует меня, очень медленно, не спеша, все это заполнила. Она меня так раздражала. Ну, когда схватки, понимаете, все тебя бесит. Я говорю, можете быстрее, мне больно. Она говорит, девушка, вы что думаете, единственная тут? Ладно, говорю. В общем, запомнила, зашли мы. Но мне врач меня посмотрела, она говорит, раскрытия нет, полежи в дородовой палате. И я в этой палате лежу, мою эту партнершу отправили домой, типа, пока не роды, еще идите. Я лежу, в общем, мы утром, ну, до обеда поступила я, и там лежала, мне сказали, ты поспи, все, тебе нужны силы, поспи. Я спала целый день, периодически ходила в уборную, вот, и уже вечером к 8 часам я вот так иду в туалет, и уже не могу ходить, вот так встала, стою, жду, пока боль отпустит. И врач вот так проходит, и медсестре говорит, вы что делаете? Видите, как она стоит? Быстро в родовую. И меня отправили в родовую. И знаете, у меня было такое ощущение, во-первых, ощущение страха. То есть ты наслышана, ты знаешь, что это больно. Во-вторых, было чувство интересно, интересно мне было, что будет, как будет интересно. И в-третьих, я хотела, чтобы быстрее это все случилось уже, и чтобы, и лежала спокойно. Вот такое ощущение было, в родовую поднялись, и сразу же вызвали мою партнершу, она приехала, и мы зашли в родовую, мне поставили КТГ в живот везде, и смотрят, нет сердцебиения ребенка. Вы представляете? Я там чуть не сдохла, когда так озвучили, у меня холод такой прошелся по телу. Я такая смотрю, и у меня спрашивают, ты кушала? Я говорю, нет. А когда ты поступила? Я говорю, до обеда. Молодец, говорит, надо было кушать. Конечно, если ты не кушаешь, как ребенок будет дышать? Вот тогда я точно поняла, вот во время беременности говорят же, кушай хорошо, пей побольше. Я тогда не совсем верила, что ребенок как бы прям вмиг питается едой мамы или как, в общем, я не верила особо. Вот в этот момент я действительно поверила, что вот прикиньте, я не ела весь день, и ребенок не дышит. И тетя быстро позвонила маме, говорит, быстро отправь сюда еду, привези. Она как раз жарила котлеты, в общем-то, с гарниром, горяченьким, воду привезла там по 1,5 литра, несколько бутылок. Я вообще даже не пила, представляете? Она привезла, я все это поела, потом смотрят, и уже сердцебиение появилось. Представляете, что это такое? И, в общем-то, с этим КТГ я везде ходила. Почему-то не убирали. У некоторых даже этого и не ставили. Я не знаю почему. В общем-то, я ходила. И это плохо, когда ходишь вместе с этой машинкой, так скажем, КТГшной, и там в мониторе видно вот эти штучки, схватки. Второй сердцебиение ребенка, по-моему. И когда вот линия схваток, оно превышается, вот эти цифры, ты уже готовишься, напрягаешься ужасно, и до 100 доходит, несколько секунд только стоит до 100 и потом отпускает. Чтобы вы понимали, что такое схватки. И ты нормально ходишь, и еще поднимается, и еще ты стоишь, и тебе больно. И я такая просила тетю, чтобы она мне массировала поясницу, было ужасно больно, она делала мне массаж быстро. Я с каждым разом просила сильнее, я не чувствую, давай еще сильнее, типа.
И когда мы выписались домой, я переодевалась, мама там чуть не упала, она говорит, у тебя такой там синяк на пояснице, представляете, я настолько просила сильнее делать, что у меня синяк появился. В общем-то, вот так вот я ходила, потом у меня уже раскрытие такое нормальное, и там еще все по протоколу делается. Оказывается, есть определенный протокол, что врачи должны заходить каждые 4 часа, не чаще. И постоянно у тебя рядом медсестра ходит. В общем-то, ну, я очень терпеливая к боли, в принципе, очень терпеливый человек. И уже вот под конец, когда полминуты был интервал, каждые полминуты, каждые 30 секунд, когда была схватка, я тогда начала уже ныть и покрикивать даже, вот. И меня даже ругали, что ты кричишь, не кричи, сейчас ребенок испугается и не выйдет вообще. К этому времени в соседних этих кабинках тоже рожали люди, ну, женщины. И когда их ребенок плакал, я думала, блин, когда же я рожу? Это такое облегчение, представляете? Ты так мучаешься, и ребенок выходит, плачет, это капец. Я думала, быстрее бы я родила, пожалуйста. Еще там был душ. Короче, мне эта медсестра сказала, там есть душ, можешь туда пойти, чтобы полегче было. И действительно, под душью легче становится. Я пошла и просто вот так держу. Меня тетя за мной постоянно, я такая с большим животом, еще там кафель везде. В общем, я пошла вот так подержу, мне так классно становится, а потом она ругается, типа, ты сейчас замерзнешь, давай быстрее. Я, по-моему, 2-3 раза сходила в этот душ. Вот. И, в общем-то, мне проткнули пузырь, потому что раскрытие есть, а вода не отходит. Потом пришла акушерка, проткнула и на вот какую-то посудку, в общем-то, держала. И потом она вот так показывает мне, говорит, у тебя не многоводие, у тебя в норме вода. У тебя, наверное, скорее всего, крупный плод, поэтому у тебя большой живот, и твоя акушерка ошиблась, и из-за нее вот ты так мучаешься, типа, да. Вот. И, в общем, вот, получается, с 9 вечера, в 9 вечера же меня в родовую перевели. Вот так вот я мучилась, потом уже 9 утра, и уже смена меняется, и новые вот эти акушерки подходят, спрашивают, сколько прошло после того, как проткнули пузырь, они говорят, сколько прошло, и мне говорят, либо мы сейчас ставим вам укол, типа вызывающий. У меня ребенок не опускался, чтобы начать тужиться, понимаете? Он как стоял, как выпирала у него попка, вот здесь у меня, так и выпирала. То есть ему было вообще пофиг на то, что происходит в жизни, в мире. Она говорит, ставим вам вызывающее, это будет еще больнее, и не факт, что ребенок опустится. Либо же мы идем на кесарево. И мы думаем, я там хожу, я уже никакая, я хочу спать, я уставшая, мне больно, я уже не могу, я вообще не соображаю, что происходит. Я научилась в это время за 30 секунд высыпаться. Представляете? То есть 30 секунд у меня каждые 30 секунд, когда были схватки за этот интервал, я просто ложилась спать. Я опять просыпаюсь на схватке, представляете? Вот так. И моя тетя звонит моим родителям, говорит, так-то так, вот нам предлагают, что делать. И мама слышит, как я там ору, и потом мама говорит, типа, ну, если говорят, то давайте кесарево. Папе она еще позвонила, папа тоже так сказал, в общем-то, потом мы сказали кесарево. Хорошо, что мы сразу выбрали, чтобы я не окончательно уж там мучилась, знаете ли. Потом, короче, сказали кесарево, потом мне напялили вот эти чулки, чтобы варикоза не было, посадили в инвалидное кресло и потащили по всему коридору вот так, спустились, а опять по всему коридору в реанимационную.
Мне было очень больно, я уже кричала, я уже ругалась со всеми, я им говорила, давайте быстрее уже, я не могу. Меня вот так кинули на кушетку эту, которая в реанимации, и ушли вот эти. И люди стали приступать. Я чувствовала, что меня вот так дергают. Мне поставили укол на поясницу. Потом все, меня отпустила. Был такой кайф, то есть вот вся вот эта вот боль, она ушла, как бы я лежала, и мне было холодно, оказывается, от этого укола ты прям дрожишь, уже не можешь. Я им кричу, дайте мне одеяло, мне холодно, а там вытаскивают моего ребенка, как бы, да, так на минуточку. Меня вот так дергают, я это чувствую, но мне не больно, естественно. Я вот лежу, и, в общем-то, вытащили, он заплакал, и в это время почему-то я не думала о ребенке. Я смотрю вот так на медсестру в эту сторону, говорю, дайте мне одеяло, мне холодно. Она говорит, посмотрите налево, там ваш ребенок. Я вот так смотрю, его там осматривает врач, вот так, одевает медсестра его. Я заплакала, он был таким черным еще, я помню. Я заплакала, и эта, которая делала мне кесарево, она говорит, что случилось, ты что, почувствовала что-то? Я говорю, нет, там мой ребенок, типа. И, в общем, и когда она вытащила, она сказала, ты бы не родила его никогда в жизни, сама бы не родила, ты сама маленькая, ребенок крупный, крупный плод у тебя был. Здравствуйте. 4500. Потом меня перевели в другую палату, в общем-то, не в саму палату, а которая после реанимации, короче. И вот там мы лежали с тетей, там ребенка кормили, ему тетрациклин на глаза намазали, там кровь брали, еще что-то. Я лежала, отдыхала, и в этот момент мне звонит моя акушерка, говорит, Алия, ты что не приходишь? Мы же сказали 3 числа утром тебе прийти. Надо быстрее решать, как ты будешь рожать. Я говорю, я уже родила. Она говорит, да, все нормально, я тебя поздравляю. В этот момент я очень сильно злилась на эту акушерку, на то, что она неправильно вела беременность, не была внимательна и не делала все вовремя. Если бы она вовремя поняла, что у меня не многоводие, а крупный плод, то заранее бы решили, что кесарево, я бы не мучилась бы сутки, я бы пошла спокойно на кесарево легла бы. А так я увидела и такие схватки, то есть роды, и кесарево. Мне, конечно же, обидно. Раз уж я увидела всю вот эту вот историю, да, со схватками, конечно, мне бы хотелось родить самой, но вот так получилось, значит, так должно было быть. У некоторых бывает и хуже, поэтому слава богу, что у меня ребенок здоровый, все хорошо. Вот это вот все, что я запомнила. Может быть, я сейчас после вспомню какие-то моменты еще, не знаю. Вот. И вот, а потом там сказали, вот, которые после кесарева могут взять рядом кого-то, чтобы там полежать 3 дня, чтобы кто-то помогал. Мама, муж, там еще кто-то. Я говорю, нет, я буду сама лежать, я хочу сама учиться, то есть привыкать к ребенку. И мне было очень тяжело. Первый день мне вообще было не больно, я прям скакала. Второй день чуть-чуть больно. В третий вообще я вот так вот прям ходила, как бабушка, было очень больно, вот вместо шва. Через неделю убрали шов. Это вообще противное такая противная процедура была. Вот. Ну и вот 2,5 года прошло, я до сих пор не худею, да, такая сейчас проблемы свои. Ну, в общем-то, вот так вот прошли мои роды. Как прошли ваши? Может быть, вы сейчас готовитесь к родам? Не бойтесь, не слушайте тех, кто нагоняет жути, все будет хорошо, у всех все индивидуально, нет такого, чтобы у каждого, как в книжке, прошло все по полочкам, нет. Поэтому настраивайте себя на хорошее, на лучшее, на позитив, и так оно и у вас произойдет. Поэтому я вам сейчас признаюсь, что я во время беременности думала, было бы у меня кесарево, типа.
потому что я боялась схваток. Ну и вот, спасибо, кесарево. Поэтому думайте о хорошем. Вот так я решила поделиться с вами. Вообще не сладкоежка, типа поела тортик называется. Сейчас на работу понесу, наверное. Все, спасибо вам за просмотр, спасибо, что вы со мной, мне очень приятно. Пока-пока.